рамочное, какое-то условие возможности чего-то там, как бы, да. То есть в этом смысле общества и нет, и оно и есть. Ну, и есть оно в том смысле, что оно не тождественно самому себе. То есть это такой радикально неэссенциалистский подход. Да? То есть мы не можем, вот, с точки зрения этих теорий, рассмотренных выше, мы не можем описывать общество с помощью атрибутивных характеристик каких-то. Да? Точно так же, как мы описываем какой-то другой объект. Да, вот он там имеет такие-то, такие-то характеристики. В этом смысле общество не существует. Да? Поэтому даже в языке, в наших отдельных высказываниях, если мы там хотим быть предельно корректными находиться в этих рамках курса, то мы, наверное, не можем говорить, что общество является условием возможности чего-то там. Ну, потому что что-то там – это и есть общество. То есть коммуникация в данном случае – это и есть общество. То есть какое еще вам общество нужно? Его как нет, как субстрата. Нет, как? Общество – это эмерджентная часть человека, да? Эмерджентная? Это как трактовать? Ну, у системы есть свойства, которые планировались, да, когда создается система, а есть свойства, которые появляются по природе, которые в результате объединения элементов в систему, да, появляются свойства, которые не были запроектированы, да, в системе. Вот это вот эмерджентность. Это очень глубоко. Дмитрий, мне кажется, эмерджентность это как раз таки уже дано по сути, то есть оно уже существует вне нашего сознания, уже само по себе. В этом и заключается. Часть человека это тоже как-то не очень понятно. То есть общество это эмерджентная часть человека. Наоборот, наверное. Ну вот аутопоэзис, да. Я пытался понять это определение, и все, что я понял, что это самовоспроизводство, да, то есть система, да, то есть человек рождает других людей, да, и ну там про животных было вообще-то, да, там, ну, как бы, но я так понимаю про независимую, про любые системы, которые самовоспроизводят, и как это связано с коммуникацией? Так именно через коммуникацию они и воспроизводятся. Да? То есть коммуникация это и есть. Мы говорим по поводу чего-то всегда. И вот этот референт первого порядка, мы по большому счету он нам недоступен. Как бы, да? Мы все время говорим, то есть мы говорим об обществе, тем самым его конструируем. Да? То есть как бы, вот этого референта до нашей интерпретации его не существует. Да? Это был вопрос, да? Еще раз тебе скажи. Как аутопоэзис это связано с коммуникацией? То есть вот коммуникация это свойство системы, да? И коммуникация может быть самореферентная, может быть инореферентная. Аутопоэзис это и есть коммуникативная характеристика. То есть мы самоописываемся. Общество – самоописуемая система, самоописываемая. То есть не ты себя пишешь, а тебя пишет система. То есть матрица. Я же сам тоже могу писать систему. Ну, понимаете, здесь нужно просто отказаться от вот этого эго, как бы, не противопоставлять. Можно вопрос? себя. Галина, объясните, пожалуйста, сейчас вот я как бы допустим немножко начало, а почему мы опять возвращаемся к Луману? Мы начали, я озвучила вопросы, с которыми мы будем сегодня разбираться в таком более-менее практическом режиме. И как-то вот слово за слово, да, мы решили уточнить еще раз, что такое. Иначе странно, на самом деле. Коммуникация. Мы начали с коммуникации. Привязать его к коммуникации и обществу. Хорошо, давайте тогда четче начнем сразу с первого вопроса. Что понимать под коммуникацией в современном обществе? Как она возможна? Луман versus Хабермас. Ну, я не знаю, давайте мы все-таки осуществим эту затею. То есть часть будет за Лумана, часть за Хабермаса, да, то есть мы выскажется Лумановеды, скажем так, по коммуникации. Да. У меня проблема, я не особо вижу, как они могут вообще в какой-то конфликт войти.
Lumen. Ну, мы начнем с того, что мы просто определим коммуникацию с точки зрения Лумана и с точки зрения Хабермаса. То есть вы к тому, что вы не видите проблемы, что они говорят об одном и том же? Ну, они в каком-то плане там и дополняют друг друга. И вот, мне кажется, Lumen... Ну, коммуникацию они понимают все-таки по-разному. Разные Нет, у них ну, понятно, что нормативные они ожидания. от них. по-разному. Но у меня сложилось такое впечатление, что они как немножко как матрешка. И Lumen как большая матрешка, а Хабермаса более вот какая-то Очень такая хорошо сказал. конкретика. И она как бы... Ну, он как уже работает в поле, которым очертил... Практика. Прагматика да. есть определенная, да? Мгм. Совершенно точно было. Хорошо, так мы будем все-таки выдерживать нашу Да, рамку. давайте Кто за Лумана? Я за Лумана. Я. Раз, Все два, Лумана. три. Хорошо, я буду Четыре. Хабермаса. Так удобно быть, А давайте, может, матрешку внутри себя душить. пересаживаться не будем, так удобно. Ну, хорошо, 4 как раз 4, и на раз, два, три, Ты за четыре. Ну, Хабермаса? примерно одинаково. Не, я за Лумана. За Кто Хабермаса. тогда за Хабермаса? Давайте тогда вот еще раз тогда уточним, что понимать под коммуникацией. Начнем, ну, скоро Луман был первым, да, давайте с Лумана начнем. Коммуникация. Что такое? Вот почему центральное понятие лумановской теории коммуникации, какие там, собственно, Социальное теоретические задачи возлагаются? Он начал с того, что определил, с того, что использовал системный подход. И в его определении система, она самозамкнутая, аутопоэтическая. Соответственно, система может знать только про себя, а с внешним миром может взаимодействовать только через внешнее сопряжение. И первое развлечение, которое делает система, это отличает себя от внешнего мира. И все, что происходит внутри системы, это коммуникативные процессы. То есть саму систему можно описать как коммуникацию. Луман само общество как систему можно описать как коммуникацию. Коммуникация имеет дело только с коммуникациями, и тем самым там, следующим развлечением осуществляет второе. Давайте, раз это вопрос, извините, спасибо, перебью, возник эта система, почему это не система коммуникаций, да? Это коммуникация, это система, это и есть коммуникация. Совокупность коммуникаций в системе, наверное, у нас не очень устраивает. Определенным образом выстроено, нет? Как-то там? Нет, это наоборот развлечение. Там у вас в эссе было красиво написано про развлечение из гомогенной вот этой среды, да, когда система коммуникации различает вот этот. И через наблюдение второго порядка она реализуется. Ну, то есть сама дифференциацию в обществе производит сам вот этот коммуникативный жест. Да? Коммуникация как именно как процедура развлечения, она же, в общем-то, и творит вот то, что мы понимаем под обществом, ведь вот там, чуть дальше, если вернуться в начало развития социологической мысли, да, то есть общество это же всегда дифференцированная система, классы, страты, группы, да, то есть все построено на различиях, на развлечении. Там, да. Так вот это развлечение, оно не само по себе дано, а дано посредством коммуникации, как показывает Луман, да, то есть само, да, вот это развлечение в аутопоэтическом жесте, оно и творит, да, вот эту дифференциацию. Что наблюдение второго порядка постоянно меняется. То есть меняется определение дефиниции и меняется определение системы. То есть каждый раз, по-моему. Ну, то есть вот это вот наблюдение второго порядка. Ну, если я правильно помню. Давайте тогда еще раз, наблюдение второго порядка это что? Это когда у нас есть первое развлечение, это когда у нас идет дифференциация, да, из элементов, да. А потом, когда мы смотрим на это развлечение с помощью разных определений, дефиниций, да, и в зависимости от того, какие определения мы используем, меняется вот это вот, ну, это развлечение первичное меняется, да. То есть мы делаем акценты, проще говоря, уже не столько на различающихся элементах первоначально, да, сколько на самом развлечении. Да. Да. Ну, оптика. И это развлечение уже является следующим элементом для развлечения следующего порядка. Да.
Мгм. Ну, вот еще есть важный момент, что каждая система использует, в принципе, свой способ кодирования информации. Мгм. И когда происходит сопряжение с другой системой, в этом есть тоже момент вот этой напряженности, потому что стыкуются два способа кодирования информации, они должны как-то между собой не то что найти, но они вступают в конфликтные, острые отношения. Мгм. Насколько они смогут грубо говоря, найти общий язык. Ну хорошо, а этот общий язык с точки зрения Лумана, как он появляется? Включение в систему. То есть мы схватываем сам конфликт, да, посредством языка мы фиксируем сам конфликт, это и есть уже выход на новый уровень развлечения. Да? То есть элементы могут, да, как вариант, могут в ситуации отношений у них могут быть конфликтующие. Там, да? Если сама эта конфликтность является новым уровнем развлечения. Хорошо, а вот информацию, да, такой, казалось бы, простой элемент коммуникации, как информация. Что мы можем сказать, что Луман говорит? Что такое информация? Что вообще считать за информацию? Информация – это схватывание определенной текущей ситуации. Угу. И что сначала мы определяем содержание, да, то есть то, что мы различаем, а информация – это описание вот этого содержания. Угу. Что-то такое, как-то. И как раз развлечение между сообщением информации порождает смысл. Угу. Что я помню. Информация, мне кажется, это есть само развлечение. Выраженное в языке, наверное. То есть информации, по большому счету, без интерпретации, без ее подачи, без ее описания нет, да, как таковой. Да? То есть она всегда уже встроена в язык описания ее же. Да? В этом и есть самореферентность. Сама себе читает. Да, то есть, наша задача здесь максимально попытаться отказаться от вот этой логики, что есть что-то такое, некая субстанция до того, как мы к ней подступились. Да, как только мы ее выхватили взглядом и смогли как-то концептуально обосновать ее наличие, это громко говорю, концептуально обосновать, просто сказать что-то. Различить о ней, да. и сказать. Хорошо, что Лёва нет. Тем самым она и в статусе существования и явилась нам. А Да. до этого статуса можно сказать, что ее и не существовало, да, до нашего описания. Да, ветки не выдержал. Он бы в этом месте для него сорвался. Это последний раз на лекции Лилии Илюшина на меня, косясь, когда там начал обличать постмодернизм, он начал на меня так И смотреть. вас тоже Я приспешно. говорю, Лёва, я что сарай не поджигал, говорю, не надо на меня так смотреть. Нет, видно, он мне Лумана припомнил, когда Да, я я так и поняла. Это вы тогда выскочили на коридор на всякий случай? то есть И это- оттуда уже задавали вопросы. Да, потому что я просто дырка уже начала уже здесь появляться. То есть он на меня так смотрел. Неоклассицист. Хорошо. Еще есть какие-то соображения? Вот конфликт, да, с точки зрения, поскольку второй вопрос может быть такой более эмпирически заточенный, поэтому мы не избежим, да, наверное, ситуации конфликтов в коммуникации. Давайте определимся заранее с Луманом. Что для Лумана разногласие или конфликт? Хотя мы уже начали говорить, да, отчасти. Возможен ли он вообще? Есть ощущение, что в лумановской теории вообще нет места конфликта, взрыву, эволюции, потрясения. Система все пережевывает, да, и все превращает в информацию и коммуникацию. Конфликт по Луману – необходимое условие функционирования системы. Это единственное, что порождает иные смыслы. То есть, когда мы, собственно говоря, начинаем что-либо означивать, это происходит только благодаря тому, что возникает конфликт. Да, так тоже можно сказать прямо. То есть, поэтому, если говорить о хабермасовском конфликте, то хабермасовского конфликта тут явно нет.
скорее ближе мув, огонь, который они очень сейчас любят. Лумана? Нет, мув. Здесь лумановский конфликт напоминает больше огонь мув, то есть который выступает как не как конфликт, не как антагонизм, а как огонь, как существующее напряжение. То есть это вот как раз больше уже вот, к Хабермасу ближе, то есть у них все-таки это все перевернуто в состояние необходимого условия. То есть это получается, мы уже о Хабермасе больше говорим. Ну, Хабермас, конечно, и теория Лаклау, вот эта агональная демократия, это как бы две принципиально разных позиции, да. Другое дело, что заговаривая об одном, да, у нас есть согласно, противопоставить другому, да. Да, и конфликт все равно базируется на глубинном согласии, что как только мы что-то отвечаем, мы все равно, описывая это, вводим это как элемент коммуникации, соответственно, элемент рассматриваемой системы. То есть мы признаем что-то в качестве различающихся элементов, Да. различных, может быть, даже действительно таких антагонистичных, как кажется, но само их наличие мы признаем. Да? Вот это глубинное согласие есть. Ну, я не знаю, может быть, здесь где-то и близок в этом есть Луман Хабермасу. Нет? Да, здесь есть, просто в разных областях Мне рассматривают. кажется, по-разному так выглядит глубинный консенсус у Хабермаса. Просто у Хабермаса нужна дополнительная процедура, как будто бы, да, вот обращение к этому самому дискурсу, да, что-то такое искусственное или сознательная установка, да, культивирование чего-то, да. А у Луман, в общем, на это у него нет нормативных таких задач, он, в общем, нам показывает, как будто бы как эта коммуникация разворачивается как бы сама по себе, не нуждаясь в каких-то сознательных переходах на уровень дискурса и так далее. Ну, вот там есть процедура повторного вхождения, вот, да, как это тоже так чисто топологически, да, если мыслить, то, может быть, чем-то она и похожа на то, что Хабермас называет обращением к дискурсу, да, мы же обращаемся к дискурсу не как к самоцели, да, только чтобы договориться о притязаниях на значимость. Потом опять переходим в русло, значит, коммуникации такой содержательной по поводу чего-то. Да, так вот здесь вот тоже вот это повторное вхождение в развлеченное ранее у Лумана, оно вот функционально или формально похоже. Да. Вот я так понял, что у Лумана вот эти вот вхождения, они повторные, они как бы порождают смысл, и, в общем-то, вокруг смысла и, ну, можно сказать, игры смысла все крутится в итоге. То есть аутопоэтичность, когда система каждый раз себя как бы переписывает и таким образом куда-то движется. О, меня Барковский за это отхлестал, Трикстером назвал. За это? Когда, Вы уверены, что за это? Он за все. Дело в том, что когда я ему про нейросеть материал скинул там на форум, его просто-напросто меня оттуда выдали, как это самое. Дело в том, что совершенно верно. Мне очень нравится. Ты мыслишь? Кто такой Трикстер? А? Кто такой Трикстер? Это такая почвара, которая разрушается. Вот. Собственно говоря. Бог разрушения, ну что-то типа такое. Вот. Да, действительно, очень интересный момент в системе. Смысл со смыслами. У Лумана я там особенно там, я по смыслам не увидел, но это же самореферентная система. Она сама себе определяет смысл в бесконечной множественности, то есть в процессе. И по большому счету это та самая нейросеть, которая бессмысленно производит смысл. То есть, ну не бессмысленно. Значит, бессмысленно. Но, скажем так, она не нормируется ничем, она нормируется самой собой. То есть всеми участниками системы. А что интересно, внутри этой системы участники тоже делятся. И вот интересно, что возникают лакуны, в которых, вот как, например, на Барковском форуме, возникают лакуны, где люди начинают создавать свою игру, свою систему, свои смыслы. И самое смешное, что эти смыслы существуют только внутри этой замкнутой системы.
Они, наоборот, высвобождают. Я не про тебя. Так вот интересно, что я не всего там Лумана потом еще и добежал. Может, там есть эти подсистемы, как они взаимосвязаны, то есть как они влияют друг на друга. Но вообще он занимался общей теорией. Лумана. Что со смыслом, я не очень поняла. А он со смыслами так... Вы стали приводить пример. Что смысл производит сама система. Ну это все понятно. Вопрос в том, что... Значит, в то время как тоже Барковский приводит кучу других цитат, отвечая на вопросы там, на форуме, что же такое есть смысл, он приводит кучу определений смыслов, начиная от Гегеля, Платона, что такое есть смысл. И вот, Лёпы, слава богу, здесь нету. Вот, и вдруг выясняется, что по Луману вообще смысла никакого нет. Нет, ну почему же? Смысл – это эффект повторного вхождения. Это по Луману. По Луману, да. И смысл по Луману – это, то, что мне нравится, это выполняет роль медиума, то есть среды, в которой происходит взаимодействие, помогающий взаимодействию элемент коммуникации, то есть, да, помогающий коммуникации. Да, это смысл такая зацепка, за которую мы, в общем-то, цепляемся с тем, чтобы коммуникацию эту длить. То есть это как бы маркер того, что что-то значимое Да, ну, в общем, происходит. В этом инструментальный характер смысла. Мне кажется, что смысл это... Это не что-то такое фундаментально метафизическое, безусловно, нет. Смысл это то, что системе позволяет в информационном потоке каким-то образом ориентироваться. Угу. Ну да, это метки своеобразные такие, да? Ну, по Луману как раз сам конфликт определяет систему вот этого коммуникации, то есть направление движения. А смысл там уже вторичен. То есть он, я вообще не знаю, как... Нет, это важное понятие для Лумана, он не вторичен. Он важен, вопрос в том, как работает процедура смысла. как он То создает. есть это именно инструментальный характер. Неизбежность. Ну, вот Да. у меня сложилось такое впечатление, что, в общем-то, Луман, он как бы продумывает чашку кофе, в которую кофе еще не налили. Ну, то есть, как бы, смысл, как какое-то содержание, которое оно может быть, и оно очень важное, но оно как бы ничем не Вы наполнено. имеете в виду, что он абстрагируется от содержания, от наполнения Ну, да. Ну, то есть содержательного, он да? говорит, что оно возможно, но он ничего не говорит о том, что там, вот, например, Хабермас уже как бы подталкивает к тому, что вот нужно куда-то идти. А вот у Лумана я вижу вот чистую какую-то модель, в которую можно налить, в принципе, все что угодно, и, ну и потом смотреть, как это работает. Там у него как раз теория общая, и там в эту теорию все, что не вкинь, все хорошо работает. Ну вот, и вот получается, что в каком-то плане можно представить, что вот Хабермас есть тот, кто уже больше наполняет каким-то содержанием, можно сказать, свою Луману. Ну, не знаю, я не уверена, что Хабермас тоже вполне себе процедурный такой автор. То есть для него важнее действительно механизмы, содержание, разве что если согласие, да, вот как нормативность такую понимать, да, то есть мы работаем на согласие. Рано или поздно в коммуникации мы должны прийти к согласию. То есть, если это, ну, это такое, это же тоже не совсем содержательная характеристика. Не важно по поводу чего мы согласимся, да, важно нам консенсус главное. Ну, вот то, что вот я заметил, что у Лумана, в принципе, вот у меня такое ощущение, как будто там, в общем-то, человек не нужен. Ну, то есть мы можем использовать теорию Лумана, ну, набросить ее вообще как бы на все. Он сам об этом говорит. Ну да. А Хабермас, он антропологичный, то есть он Ну да. там крутится вокруг модерна, истории. Я вот поэтому его и назвал инструменталистом. Он и разрабатывает... Если антропологичен, то он инструменталист. Инструментарий, конечно, это инструментарий. Как должна функционировать система в практическом значении, то есть какими инструментами мы здесь инструментарием пользуемся. То есть это как бы вот, есть машина, но если в ней нет двигателя, то есть Хабермаса там нет, то она никуда не поедет. Вот, то есть если мы берем Луман это красивый болид. Вот, но это только, как это сказать, нарисован. А вот что туда воткнуть, чтобы это поехало, это уже Хабермас. Это как та же самая матрешка. Вот. Луман, конечно, глубже, ширше.
Потому что мы хуже изучили Хабермаса, поэтому такое впечатление Сейчас создается. вернемся к нормативному горизонту. Я понял. Так, хорошо. Что у нас еще с Луманом важное? Вообще, возможно бессмыслица завершить, чтобы... Бессмыслица по Луману возможно? Мне Как кажется, это? нет. Обязательно. Мне кажется, Реально Каков возможно. статус тогда Лишь бессмыслицы? бы, так сказать, неудачный. коммуникацию был, как бы, но это, Бессмыслица, в принципе, возможно. Когда не Смысл у Воспроизводящий сам себя бессмысленно. Луман подразумевает наличие для коммуникации, отсутствие человека той же рекламы в качестве генератора смыслов и, скажем так, ради смыслов. И когда это может превратиться Почему? просто в бессмыслицу. да. Почему нет? Антропологически в системе Лумана человек вообще бессмысленен. Что опять про человека все. Нет, Живой нет, человек. там нет Мне человека. кажется, Так я и говорю, он как раз- нет в системе Мы Лумана, уже он договорились бессмыслен. с этим. А Так, я если говорю. эти понятия не соотносятся у Лумана. То есть если рекламу рассматривать как референт, Когда мы говорим о Почему смысле, референт? то нет, я Реклама тоже может быть играю с третьим. понятием. Давайте по очереди только. Кто говорит? Вот Миша говорит. Ну, мне кажется, что Луман представляет человека как не просто вот какой-то Он не твердый представляет человека. твердый элемент, а он говорит о том, что человек как часть среды. Обитание системы. Его интеллектуальный подвиг, грубо говоря, состоит в том, что он выносит за скобки вообще человека, рассматривая социальную систему. То есть мы можем говорить о смыслах, о коммуникациях, об аутопоэзисе, о языке, но не о человеке в том антропологическом таком измерении, в котором мы привыкли говорить. То есть просто нам не дает как бы наше мышление все-таки окончательно... Нет, Метафора по Луману подходит очень хорошо. Первые строки Библии. Что было первичным? Первичным было слово. Человек потом появился через много-много. То есть система была создана до человека. Мы говорим как раз о первичной системе до человека. А потом уже туда подключается твердь, твари земные и в конце вот это вот человек. Это все всего лишь напросто элементы, материальные элементы, которые обеспечивают функционирование первичной системы, то есть языка. коммуникации. Я хотела сказать, что по Луману бессмыслица невозможно, поскольку смысл у него возникает как операция в процессе операции развлечения, а развлечение это основа коммуникации по Луману, то смысл присутствует всегда, тот или иной. И вот смысл для него это такая метка движения от единичного к потенциально возможному будущему. Как-то так. Если произошло вот такое развлечение, родившее этот смысл, а следом этот смысл следующим актом коммуникации перетолковался, следующий смысл, вот тем самым мы движемся. Ну, единственное, что мы можем помыслить смысл и его другое. Да? Если мы различаем смысл, то есть только в процедуре развлечения мы, наверное, можем ухватить вот смысл и бессмыслицу. Да? Но эта бессмыслица это всегда как все-таки отзвук того, что есть смысл. Ну, Да. как сердцевина То есть в этом смысла, да, смысле, там да. есть у него что-то про это, другое непомыслимое. Мгм. То, что мы не помыслили еще. Да? Хорошо, что по Луману еще про коммуникации важно добавить? То есть коммуникация разворачивается сама по себе, как элемент, как сущностная характеристика скорее системы. Да? Она не имеет никакого нормативного измерения, не имеет антропологического характера. Да? Это аутопоэтическая система, да? Коммуникация по поводу коммуникации, по большому счету. В рамках коммуникации мы оперируем смыслами, различаем их, в том числе различая смысл и его отсутствие. Да, это тоже процедура осмысления, да, нового порядка. Ну и вот про наблюдателя второго порядка тоже мы, в общем, хорошо вспомнили, да, как эта
процедура развлечения многоуровнево развивается. Да? Ну, тогда выходит, что может не быть смысла. Коммуникация или коммуникация. Лучший смысл. Только это и есть смысл. Так это и есть смысл, да. В том смысле, что мы содержание здесь не абстрагируемся от содержания, когда говорим в таком То ключе. есть смысл вот в таком ракурсе, да? Бессодержательный. Пустая чаша. Мне так и показалось, что вот как раз таки бессмыслица ожидается за счет того, что нету. Ну что значит без содержания? Это мы так говорим сейчас, потому что мы механизм описываем, как бы работы со смыслом. Но в конкретной эмпирической ситуации, безусловно, какое-то содержание есть. Этот механизм работает с чем-то более конкретным. Ну, То есть тогда и на философском языке это бессмыслица трансцендентно и имманентно. То есть Что еще раз? Подождите. на философском языке Эдуард. По одному. Тогда получается, что из логического, значит, заключения, что бессмыслицы как таковой, по-моему, не существует в принципе. Ну да, она нам не дана, как бы. Как мы можем только я же говорю, Если мы различить фиксируем. смысл и иное этого смысла. Да? Если мы понимаем, то мы тогда референцируем Выброс человека на понимания. антропологию. Выброс понимания. Там нет. Мешает. Почему мы Выброс себя и сразу поймешь, о чем почему говорить. человека... Хорошо, ладно. Стоп, все. Упростили тему, ладно. Закрыли. Ну что, просто Луман не предлагает никакой идеологии. Слава Богу. То есть это самый не идеологичный автор, наверное. Ну, просто тут нужно как бы взять свой смысл и там Лёва, жить позови, по он модели, тебе посмотреть, сделает как она поесть. То есть чем меньше идеологии, тем больше вот этого формализма же на самом деле. Или наоборот, чем более формалистически да, мы подходим да, к функционированию социальной, к пониманию функционирования социальной системы, тем меньше мы нуждаемся вообще в идеологических Вот, костылях. формализм, правильно. Все формально. Ну вот, кстати, Хабермас, он весь в нормативах сидит. У нее все горизонты. Много вы Хабермаса почитали, весь Ну вот, кстати, книжку «Незавершенная философия модерна» Юрия Читали Хабермаса издавал я первым. Так вы ее прочитали? Когда издавал, прочитал полностью. Я ж не знаю, какая Володя, процедура. ну как мне было Вы извиняюсь, имеете в виду издавать книжку, Фурса? если Фурс принес книгу, издавай. Ну как Пришлось я- почитать. Пришлось почитать. Как вам повезло. Нет. Фурса читать... Ну там такой язык у него тяжеловат, еще из ранних работ. Фурса. Его немцы Позже. учили. Это классическая Позже немецкая он философия, учил. это не наша философия. Это же не наших товарищей. Что это значит не наших? Кто у нас Западная наших? традиция Соловьев, немецкая Гюнтер. традиция философская. Это серьезный Это уровень. тяжелый. Это не для меня, я же популист. Так, хорошо. Журналист-популист. Переходим тогда к Луману, ой, к Хабермасу, извините. Ну, мы уже начали, да, так спонтанно сопоставлять. Продолжим тогда. Для чего нужна, ну что значит, каков, так поставим вопрос, теоретический статус понятия феномена коммуникации в теории Хабермаса? Чтобы Если различить я вот с Луманом защищаю окончательно. Хабермаса, я тогда искал Да, скажи. Давай, Юрий. Для Хабермаса необходимо изначально присутствие разногласия, которое потом фактически выводит на коммуникацию вот этих коммуникативных процессов. Чего? Вот. Переведи. Конфликт. Конфликт. Не, конфликт я Изначально понял, а вот заложен конец в- фразы съел. Ну, чтобы потом прийти к какому-то результату. Согласен. Хабермас. А то ты съел последнее предложение, я выучил, да? Ну, повторяется Хорошо, много, тогда всё коммуникация это что для Хабермаса? Это способ преодоления разногласий? Коммуникация, да? Поиск солидарности. консенсуса, да. Нет, у него там солидарность. Да, там солидарность. Солидарность. Коммуникативное действие, помните, мы в прошлый раз разбирали, чем оно отличается от любых иных? От Целью. стратегического, например. Ну, коммуникативная деятельность, есть еще понятие не действия, даже деятельность у Хабермаса, а он его различает, отличает от трудовой деятельности. Ну, то есть, как бы вот с марксизмом, чтобы разойтись, ему надо отделить коммуникативную реальность от реальности трудовой. Потому что в марксизме, как бы, ну, помните, наверное, да, в таком самом простом изложении производительные силы, да, определяют производственные отношения, то есть базис определяют, а базис, соответственно, это
трудовые отношения определяют вот все остальное, настройку, да, то, как мы понимаем общество. Так вот, с этой точки зрения Хабермас расходится с марксизмом, выделяя коммуникативную деятельность как особую. Да? То есть это не трудовая деятельность. И общество все-таки это преимущественно, да, опирается на вот эту коммуникативную, по крайней мере, модерную. Общество опирается на коммуникативную деятельность. При том, что трудовую никто не отменял. Да? Почему уже пытаются отменять? То есть он просто их различает, чтобы да, не путали, да, не подменяли одно другим. Хорошо, что еще с коммуникацией? Ты же за Хабермаса выступаешь, давай, толкай речь. Толк, не речь. Не совсем уверен, насколько я понял. Там что-то было связано с автореферентностью, отличающейся с... Ну вот как это сейчас сформулировать, я, наверное, не готов. Ты имеешь в виду тот момент у Хабермаса, когда интересы личности и интересы общества всегда находятся в агоне, цель коммуникации – это поиск согласия между индивидуальным и коллективным. Это как это сказать? Нет, я хотел сказать, что отсутствие референта, по-моему, у Хабермаса. То есть Референт. изначально. Нет, референта отсутствие это Лумана. Лум, За Хабермаса выступаешь. Хорошо, давайте разбираться тогда, реконструируем еще раз Да. систему Хабермаса, что там, то есть всю мы явно не охватим, там, плодовитый автор, а то, что касается коммуникации. Ну, вот мы говорим, что Хабермасовая модель нормативностью характеризуется. Что это значит? Ну, есть то, с чем сравнивать можно. Есть норма. Есть нормативная деятельность. А в чем она состоит? Позитивная, Первом приближении. позитивная цель должна быть достигнута. То есть мы В коммуникативном действии какая позитивная цель? Или в коммуникативной деятельности? Что является? Совершенно верно. Консенсус или согласие? Условием возможности согласия. Что является? Вот тройственная схема нормативности. Не читали такое в этом тексте? Я же помню, там эти рациональные подходы. А сообщаем другому, наверное, нечто, вещь. Один человек сообщает другому нечто, вещь. Ну, это такая самая приближенная модель коммуникативной ситуации. Да? Кто-то хочет кому-то что-то сказать по поводу чего. А какая другая? Внутри два человека и вещь. Не понял. Чего вы путаете? Я вообще запутала. Да, расскажите, не дочитали. А кто-то и забыл. Не читал. Вот еще я тут вижу такой вот ряд. Я, честно признаюсь, я не смогла дочитать, поэтому так, какие-то вещи выхватила. Отношение к внешней реальности того, что может выступать предметом восприятия, отношение к внутренней реальности того, что говорящий мог бы выразить как свои намерения, и отношение к нормативной действительности того, что является социально-культурно приемлемым. Ну да. Это такая тройственная схема нормативности, то, что Форст называет, да, вслед за Хабермасом. То есть, ну, что, проще говоря, это означает? То есть мы, в принципе, должны понимать, о чем мы говорим, да, предмет, вот, как бы, такой более или менее осязаемый, на что можно, грубо говоря, указать пальцем, да, или вы как-то дискурсивно обозначить так, чтобы мы примерно представляли, о чем. Второе — отношение к внутренней реальности, да, того, что говорящий мог бы выразить как свои намерения. Да.
То есть намерения должны быть максимально прозрачны. Что именно я хочу сказать по поводу этого выделенного нами предмета, да, там еще есть как бы характеристики такие искренности, логической непротиворечивости, и все, что отсылает еще к грамматическим структурам языка, то есть это еще как бы должно быть с точки зрения языка высказано правильно, там, да, с тем, чтобы было понято правильно. То есть масса вот таких вот условий, да, но по идее мы можем их и вот в этом третьем пункте и разместить. Отношение к нормативной действительности того, что является социально и культурно приемлемым. Ну, тут не совсем с языком, грамматические структуры можно отдельно вынести, да? А здесь то, что все-таки контекстуально, да, вот, приемлемо в данной культурной ситуации. Да? То есть вот как минимум вот эти три условия должны быть соблюдены с тем, чтобы мы претендовали на то, что какое-то согласие может быть достигнуто. Это вообще, в принципе, Допускали хотя бы. условия возможности коммуникации. Да. Совершенно верно. Ну, условия возможности скорее такого именно в хабермасовом смысле коммуникативного действия. Потому что, ну, на самом деле мы можем коммуницировать, не знаю, я могу песни петь, а вы мне анекдоты рассказываете. В одном социально-культурном поле. В поле будем мы в одном, а, например, там мотивы наши будут совершенно разные, Б и А пункты могут, в общем-то, Но не третий соответствовать. пункт, я думаю, наиболее сложный. Какой? Третий. Нет, они все в одной связке. Отношение к нормативной действительности того, что является социально и культурно приемлемым. Ну, это, как правило, считывается. Речь не идет о том, что этому нужно специально как бы подойти и подготовиться. Да? Это считывается в любой коммуникативной ситуации, как бы это априорно существует. Но вообще Хабермаса интересуют и такие теоретические, скорее, условия возможности коммуникации. Да? В этом смысле ну, есть понятие жизненного мира, опять же, у него, да. В этом смысле он не совсем тот, за кого выдает его Эдуард Частин. Когда такой вот инструменталист, который искусственную систему создал, да, и никто ей не следует. Теоретическое обоснование не было того. Да, то есть как бы современная такая постметафизическая философия, все-таки в рамках которой мы изучаем Хабермаса, предполагает да, считывание вот этих каких-то дотеоретических оснований любого социального взаимодействия. Да, и в этом смысле она не метафизическая. Да, то есть как бы и социальная философия Хабермаса всегда уже укоренена в социальную действительность. То есть она заземлена уже по определению. Ну да, третьей частью нормативной схемы. А еще раз третья часть у нас что? Способность коммуникации? Нет, это Общество и культура. Социально-культурно и культурно приемлемые. Данной культуре, вот о чем я и говорю, когда люди из разных культур не понимают друг друга. Хотя вроде бы говорят на одном языке. А как это разных культур на одном языке? Ну, Вот да. так. по-английски. А это не родной язык в таком случае, скажу. На одном, а не родном. Секундочку. На одном. Культуры переносятся на языке оригинала. Ладно, давайте не будем. Не о том, что Это не я, кстати. Это я могу Нет. только процитировать. Да я я сейчас недавно о учил. другом. Но мы не о переносе культур, а коммуникации. У Лотмана, кстати, об этом очень много есть. Даже если мы все вдруг начнем говорить на английском языке, да, то представители различных культур могут не понять друг друга. Да, я думаю, не понимаю. Мы с вами на одном языке не понимаем друг друга. Да, это Ну, в общем, да, вот это ну, все это очень, да, вполне обоснованная критика хабермасовской модели. Что означает это самое понимание? Тут масса вопросов возникает. Что? То есть, как избежать вот этого согласия по принуждению или согласия, там где-то есть у него определение, ну, такое согласие вынужденное, что ли, да, когда мы устали коммуницировать, хорошо, проще согласиться, чем длить вот бесконечно, да, эту аргументацию. Беларусь является этим самым опровержителем, да, теории. Нет, сейчас Беларусь не является. Сейчас выборы Трампа считается, что полностью разрушено все построения Хабермаса.
полностью. То есть, Вы конец, этому Хабермасу приписываете все вообще заслуги. как бы, конец постмодернистского мира. То есть вдруг Начало постмодернизма. капец, наоборот. Это, извиняюсь, победил мастодонт. Это Да. неоклассика. Так он победил с абсурдным образом. Это чисто по постмодернизму. А я же говорю, Хабермас в пролете. Какой консенсус, какое согласие? Нет, А, ну там в чем только Все женщины со Подождите, сковородками в Америке. я Ну, не у нас понимаю, уже в чем сейчас нет. У нас претензия Хабермаса как по раз таки очереди. конфликт. Эдуард, я не могу вашей позиции Да, никак да, понять, я- почему вы приписываете все время Хабермасу, как будто бы он как будто бы он любой феномен претендует на то, чтобы объяснить любой коммуникативный феномен. Скорее Луман этим занят, что он диагност, он как бы показывает, как развивается коммуникация. А Хабермас предлагает нормативную модель коммуникации, то, как она должна развиваться. С его точки Хотелось бы, да, чтобы она У развивалась. Лумана там этого с тем, Трампа что- вообще помимо нет. Ну, так Нет, вот, меня будет. так почему вы тогда призываете Хабермаса сюда? Но дело в том, что Это вопрос. попытаюсь вот как коллега образно. Социальные институты в механизмах, которые называем нормативные горизонты, к которым мы уже изначально каким-то нормативным горизонтом стремимся, прописываются этими социальными легитимными институтами Хабермаса, которые обеспечивают процесс, как это называется, достижения согласия. Так? Но у него нет такого, что согласие всегда обречено быть Нет. реализовано. Я говорю процесс. Вот, я сказал процесс. То есть у Хабермаса нет согласия как конечно достигнутой цели. Это там помимо нет. Он говорит, что мы всегда ищем и мы всегда находимся в состоянии поиска согласия. По Хабермасу. И вот это согласие обеспечивается определенной природой социальных институтов, которые мы обязаны осуществить в своей практической деятельности социальной. Социальные институты мы обязаны осуществлять. Через социальные институты мы должны обеспечить Социальные возможность. институты должны выстраиваться с точки зрения Хабермаса Да. с тем, чтобы они соответствовали вот этим демократическим процедурам и так далее. Ну, так это же не значит, что они существуют Я сейчас хочу сказать, в что действительности сейчас, когда таковыми. происходит секундочку, я довожу мысль. Весь Евросоюз и Соединенные Штаты Америки в том числе, это было глобальное построение по теории Хабермаса институтов, обеспечивающих планомерное развитие движения в сторону нормативных горизонтов. Все делалось через нормы права, солидарности, по вопросам беженцам и так далее. И вот система не выдержала. Она не выдержала сначала экономически, потом повалили мигранты, и система не выдержала. И вдруг побеждает Трамп. Трамп побеждает, почему? Потому что Трамп это 20 век, середина по своим... Я не понимаю, при чем здесь, вы держите мысли, почему здесь не работает институты модель Хабермаса? настроенные институты не сработали. То есть Так он же их и не диагностировал как таковых, как вот готовых к этой коммуникации, которую он выстраивает. Да, Он по же говорит о том, большому счету, как они невозможно. должны выстраиваться. распад Евросоюза и победа Трампа это показывает о том, что согласие в принципе невозможно ни при каких условиях, если внешняя То есть вы среда... хотите опровергнуть теоретическую нормативную модель тем, что ее не Нет, я не принимают? опровергаю, я хочу сказать, что по ней не нанесен удар, вот, не более того. Ну разно что. В Работает... смысле, что никто не хочет следовать Хабермасу? Не работают механизмы, которые он прописал, то есть они не срабатывают. Какие Но механизмы? Англия ушла. Какие не работают механизмы, Эдуард? Ну, вы не будьте голословны. Скажем так, нормативные горизонты у каждого свои, они единые. И все институты, созданные, легитимные институты, созданные для достижения согласия, не срабатывают. И согласие не происходит. Яркий пример, Ближе, да. и яркий пример этому конфликт, который на ровном месте возник в США и Англия. Сейчас проблема с беженцами, в принципе, возрождение замечу,
махровая выползает из 20 века, расцвет не неонацистских, назовем, правых этих движений, националистических движений и ультраправых движений в Европе, это как раз показатель того, Понимаете, это все равно критика не изнутри. Это не значит, что сама теоретическая модель плоха. Да? Нет, То есть это просто она не как бы вы приводите очевидные факты несоответствия хабермасовской модели тому, что мы там видим. Просто дело... но и жить не помогает эта модель, это точно. Может быть, потому что ее не используют, поэтому не А может потому, помогает. что это только модель? Ее лень использовать там, и О. так далее. Меркель усилий, с вами да, не согласна. определенно. Меркель будет упираться до последнего. Система Евросоюза и система Соединенных Штатов не существует в нашем мире изолированно. И, к сожалению, есть еще система РФ. И прочее, прочее. Сейчас еще про Украину начнется. Теория Не надо, можно. заговора. И если в Давайте про страны третьего мира не будем. найдется одно гнилое яблоко, вы понимаете, что получится? Знаете что, это непонятно, какое из яблок гнилое, я бы так ответила. Вероятно, можно говорить о том, что вот эти практики нормативные, нормированные Хабермасом, коммуникативные практики, ну, наверное, не применяются или применяются не к тому предмету. То есть здесь много вариантов есть, почему мы ожидали одно, а получили другое. Понимаете, начнем с того, Потому что что вы же они будете работали уже. утверждать, что в РФ люди живут лучше, чем в Европе. Какое отношение РФ имеет к Хабермасу? Давайте держать рамку все-таки, да? То есть, Я если вообще мы приводим сказала, пример, зачем мы его Да. То есть, Хабермас это, Ну, упростим, это да, человек, безобразие, который имеет влияние на цивилизованный мир. Причем тут мы, и Россия, и Здесь Папуа Гвинея. ответ на этот вопрос зависит от того, что считается, какими Ну, нормативами, какими нормами мы руководствуемся в выборе лучше-хуже. Хорошо, Кто- давайте. Я предлагаю вот все-таки хабермасовую модель опробовать действительно на практике. Взять Давай. какой-то вопрос дискуссионный, да, и попытаться прийти к согласию, да, по хабермасовой модели. Вот мы же обсуждаем сейчас. Рамку. Нет, мы Нет, еще не сейчас, обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем очень синтезируем. абстрактно. Рассуждаем, Да. почему не работает модель Хабермаса. А сейчас я вам говорю, что нужно попробовать изнутри, используя эту модель, ну, насколько мы ее, конечно, хорошо усвоили вопрос, обсудить какой-то конкретный вопрос. Ну вот Какой? сейчас Какой конкретный возьмем из Фейсбука. Мацкевич поднял тему. Литвинизм и литвины и белорусы. Может быть, не все в теме? Ну, цивилизованные все люди. Проблематика. В чем у него там конфликт? Конфликт придумал Мацкевич. Конфликт не существует, а вообще по большому счету инспирирован, конечно, органами. Лубянкой. Значит, раскол общества. Чуть-чуть. То есть на раскол общества вдруг у нас появляется правый сектор. Этот правый сектор получает название литвинизм. Нет, это не пойдет вопрос на обсуждение, потому что он не формулируется как вопрос, как проблема. Нет, секундочку, мне Если он не попросили разъяснить. формулируется в одном предложении, Нет, значит, он не секундочку, я формулируется. уже разжевываю, человек не понял. Нет, вы на Хорошо. коротко скажете. значит. Хорошо, вас... Вы меня поняла. сразу приписали в правый сектор. Я вас... Перестаньте вы спорить. Не заметил. Боже, же меня только не обвиняет. А к Давайте какому вопрос. вопросу? Какому? Вопрос, Ну, вот существует Дмитрий ли... предлагал с Трампом Да. вопрос, да. Мгм. А еще четче, если у вас, как бы, что мы, может, будем дискутировать? Что, к чему мы, в чем проблема может быть? Ну, просто... С чем мы можем условно быть, кто-то может быть не Видите, согласен с можно я кем? ремарочку сделаю? Может быть, мы могли бы задать таким вопросом, может быть, как раз таки в консенсусе хабермасовском пришел ли Трамп легитимно к... Ну, туда. Ну почему? В американской истории это легитимно. Это, мне кажется, Ну, Нет, откуда? у Хабермаса же в конце концов должен быть Да, достигнут смысл. консенсус. Нет, а консенсус достигнут, Трампа выбрали. Да. Вопрос в другом. Вопрос, мне кажется, в том, сможет ли коммуникация Трампа разрушить американское общество такое, какое оно было до его выборов. Нет, Вы не держите логику. Нет, совершенно все перевернул. Да. А мне какая проблема? Американское общество не расколото. Это невозможно. Почему невозможно? нет. Оно расколото. Я предлагаю сделать каждых выборах задание, рассказывают. Эдуард,
такого рода. Вы должны по какому-то дискуссионному Можно я вопросу скажу? прийти к согласию или не прийти. Хорошо. И в рамках вот этой договоренности вашего спора, Именно Сформулирую да, по-другому. хабермасовская модель, да, вот, инструментальная должна Да. быть задействована. Вот Упрощаю. как нужно Упрощаю. проблему поставить? Упрощает проблему. В принципе, он ее проговорил. Трамп бизнесмен. Вопрос такой. Все для американцев. Экономика для американцев, рабочие места. Короче говоря, чтобы было хорошо только нам. Пофиг Китай и все остальные товарищи в мире. Проблема в чем? Проблема, секундочку. Объясню. Очень запросто. Мир глобален. Половина производства американских компаний Нет. размещены в Я Китае. поняла, там хабермас не нужен просто потому, что Секундочку, там хабермас... секундочку. Если американцы разрушают существующий порядок вещей, то они начинают забирать свои... Мы проблема в мы чем? говорим про другое. Давайте, проблему можно сформулировать так. А побело 1,5 миллиона голодных китайцев. Является ли Трамп президентом всех американцев? Нет. не является. Это Нет, ну демагогическое, да, является. Да, является. Формально, да, является. Вот, хороший, он хорош тем, что он просто звучит, Да. и по нему можно дискутировать. Да. Если вы помните процедуру, как осуществляется коммуникация, сначала мы коммуницируем по поводу самого вопроса, да, вы высказываете, ну, грубо говоря, да или нет, и почему, да, вы так считаете. Потом, как рано или поздно, возникнет несоизмеримость в диалоге. Все начнут, я уверена, вы очень быстро начнете говорить о разном. И тогда придется вернуться на уровень, то, что называется у Хабермаса, дискурса. И на уровне дискурса выясняется притязание на значимость. То есть, грубо говоря, вам нужно тогда объяснить собеседнику, почему для вас этот вопрос, и именно такая постановка вопроса важна. Ваше притязание на значимость. Слушайте, вас нужно, Галина, назначить дрессировщиком бойцовых псов. Вы сейчас просто-напросто описали такими Нет, ну, словами, что давайте, бойцовые псы обязательно друг другу вцепимся. Эти бойцы- Вы являетесь альфа. Давайте. Ой, коммуникация как У этих происходит. бойцовых псов должна быть способность коммуницировать. Ты не бойцов, мы тебя порвем. Хорошо, давайте. Вопрос поставлен, и один ответ уже прозвучал. Да, потому что его выбрали по Является ли Трамп законодательно всем установленной американским процедуре. президентом? Является ли Трамп президентом всех американцев? Или для всех американцев? А я считаю, что нет. Именно из-за того, как он себя вел во время выборов и как он унижал определенных, или как дискриминировал разные социальные группы по разным признакам. Ну, я бы сказала, обесценивал или как. Ну, обесценивал, то есть уже из одного этого он не может считаться, быть президентом для нации американцев. Ну, я думаю, что выбранный президент не обязательно должен быть в консенсусе со всеми социальными группами. Он не должен быть в консенсусе, он не должен, Он должен быть президентом всех унижать и американцев. дискриминировать людей. Он должен... Это не записано в нормах поведения президента. Он просто представляет и управляет. Он не может представлять, если он считает некоторые социальные группы ненормальными. Недостойным голосом. Недостойными. Да. Ну, тут вот я хотела бы спросить, какие факты говорят о том, что он считает конкретно какие социальные группы недостойными представления? Иммигранты, женщины, как минимум две. Факты. Все эти люди же шли Женщины против вообще. в многомиллионном Да. количестве, причем сразу же. Ну, это моментально. говорят- Это говорит о том, что их взгляды были сформированы раньше, под действием неких обстоятельств, высказываний и так далее. И все это нагнеталось и приобрело вот такой градус протеста, Мусульмане. что это весь мир присоединился. Феминистские организации поработали. Можно скорее Гендеристские. сказать? И потом, что мы понимаем под президентом всех? Вот президентом всех это как бы какой-то консенсус, Да. вернее даже не какой-то, Мне а кажется, вполне любой сейчас на определенный. уровень дискурса перехода. И ну и вот
И вот большой процент людей есть не вопрос, считает как мы его сейчас своим выясняем тогда? президентом. Вопрос- Большой процент Вопрос- людей не считает Вопрос- его вопрос- своим Вопрос президентом. не в том, кто за него не голосовал. Вопрос в том, кто не признает его власть как Подождите, президента. вопрос сейчас в том, что такое всенародный президент, Да, концепция. конечно. Ну, в концепции... Вам я- нужно концепт, Да, понятие концепт. само Но определить. я могу на Мгм. примере. А вот Обама, несмотря на то, что за него не там, голосовали там тоже за него не все, да? Но он был, не все. очень не все. Но он был лидером, но он представлял американцев. И к нему не предъявлялось таких претензий, как предъявляют к Трампу. Но из этого сопоставления непонятно все равно, кто такой президент, который для всех. Да. Что такое Считают ли люди его своим президентом, Да, да, те, да. кто его Считают. выбирали и не Естественно, выбирали? Но у нас нет судились возможности и так всех далее. людей Нет, опросить. нет возможности, но по реакции на Что выборы- вкладываете смысл «считают своим президентом»? Признают ли Они его признают президентом или считают своим президентом? Это разные вещи. признают своим Признают ли они его президентом? То, что Вот называется для них легитимность. президент ли он своей страны? А что значит свой президент? Смотрите, я гражданин своей страны. То есть, если я голосовал за другого кандидата, и он не Нет, выиграл, голосовал. Почему? Легитимность это Вы же можете по не соглашаться с выбору. ним по Это как ряду раз позиций, но он он может правый быть легальным, но не президент. легитимным. То есть вы признаете, В смысле, что что он его не легитимный? поддерживают. Хорошо. Он выбрал легально, Я но признаю, что он моральной что поддержки он нет. не президент всех Так, американцев. вы начинаете скользить по понятиям. Нет. Что Дело такое в том, легитимность? Это когда Нет, его про легитимность. А вы признают. забыли про Хабермаса, а любовь помнит. Что? Когда вы сейчас говорите так, вы демонстрируете, что вы ведете дискуссию не по Хабермасу. Конечно. А у нас... Так а что вы А мне, а здесь кто он делаете? да. Я дала задание, кто он сказал. Я вам Почему я за меня за Хабермаса должен отдуваться? Я задуманно. Не надо Вы отдаваться. не слышите задание. Задание по Хабермасу у нас сейчас. Ну вот я бы хотела как раз таки сказать, что да, его выбрали президентом Трампа, но он не является легитимным, поскольку, насколько мне помнится, да, может быть я ошибаюсь, это первый президент США, которого парламент начинает ограничивать с первых дней его... ну, Не было еще ничего такого. Нет, почему? Не врите. Конгресс вводит сейчас ограничения на следующие пункты. То есть теперь президент не может отменять санкции предыдущего президента без согласия Конгресса. Вот это специально хотят ввести именно из-за позиции Трампа. Вы неплохо знаете американскую власть. Без согласия Конгресса там вообще ничего Да, нельзя. конечно. Можно. А американский указом президент- президента можно без согласия. Вот, вы вместе путали Трампа и Лукашенко, это разные президенты разных стран. Не-не-не, там можно было. Без Конгресса США ничего невозможно. На законодательном уровне ничего. На законодательном уровне США все проходит. Обама свою Ранее реформу проводил своим президент указом без мог одобрения отменить Конгресса. Решение Нет, он предыдущего проводил его через президента. Конгресс. Но теперь решили ограничить вот эти полномочия американского президента. Хорошо, то есть вы вернулись опять на уровень Да, самой да, дискуссии. да. Вы прояснили при этом, что такое всенародно избранный президент? Ну, Нет, Нет, не потому прояснили. что мы ввели дополнительную опцию Вы не легитимности. Не- Легитимность да, ни хорошо. при чем. Почему ни при чем? А Наоборот, при чем? смотри, если Легитимность по определению это поддержка. Поддержка. Не легальность, а легитимность. Это моральная поддержка. А он имеет поддержку Нет, большинства. Легитимность, Нет, легитимность, поскольку он Многие прошел процедуру вышли из голосования. Это легальность по выбору, легитимность это поддержка как раз Это моральная. Нет, это то, что это называется, я считаю Продвижение его действительно демократических президентом. достижений Америки. Все показывают прямые демократические выборы. Трамп победил, с этим уже никто не спорит. в Америке А вопрос, нет можно? да. Ну, короче, Хабермас Нужна ли- как-то не нужна ли- работает. Не работает, я смотрю. да, не Вообще работает. никак, ни Все разу. Да. проваливается, да, Базар. на эмоции, Почему? да. Можно вопрос? Работает Я в том, что спрошу. Конгресс А не легитимность обязательное ли условие действия президента? Не обязательно. Стопроцентное? Конечно, Не нет. обязательно. Нет. Нет. Тогда каким образом легитимность Трампа связана с тем, что он всенародно избран? Так, ну, для меня очевидно, что связано как раз. Так легитимность это и есть поддержка. Ну, в том смысле, что я Его считаю, нравится он избрали. мне или нет, я считаю, что он действительно имеет полномочия, права и там, возможности быть президентом. Законодательно Ну, по он их выбору имеет. легитимность также определяется. Ну, законодательно он их А имеет. законодательно это легально. Вот в этом и разводится легальное и Легальное и легитимное. Но если он легально имеет эти права,
то как легитимная неподдержка... Он может быть легальным, но не легитимным. Да, вот я и говорю, как частичная неподдержка части населения помешает ему реализовать эти легальные права. Но мне кажется, что у вас же вопрос институты власти изначально США- о легитимности стоял, а не о легальности. То есть Конгресс. то, что Легальным легально, это наш понятно. президент. Да. Но я поэтому и хочу прояснить, может Вот, быть, вот мы для сейчас и себя проясняем. соотношение легальности и легитимности с точки зрения дееспособности избранного президента. Дееспособность. Ну что он может действовать как президент? Он может, не надо здесь сочинять, здесь это все очень четкие определения. Вот Он это президент может быть легальным, действующим, но при этом нелегитимным. То есть он не имеет авторитета, грубо говоря, может не иметь И авторитета на в что глазах это будет населения. влиять тогда? Это уже вопрос, как Секундочку. это юридически. Вы сейчас сравниваете фактически США и Беларусь. Две разные системы. Давайте так, я авторитарно введу очередность, иначе это действительно плохо. Просто я буду говорить, кто говорит. Ага. Иначе мы все говорим Я не одновременно, и тогда досказываю. точно до Хабермаса Я не молчал и дойдем. вас слушал. Давайте по очереди, давайте Павел. А давайте все-таки тогда начнем с самого начала. Все-таки президент США – это продукт общества. То есть, так сказать, это продукт той борьбы внутренней, которую вот мы изначально закладываем в понимание антагонизма внутреннего в обществе, как непримерного условия по Хабермасу. Какой вопрос? Самый элементарный. Да? Конечно. Да, это продукт. Ну, там- Президент продукт борьбы там, каких-то классов, там, не знаю, стран. Классов организованных, Президент всегда получает в результате борьбы. Хорошо, и что? Да. И как это к нашему вопросу о... О Хабермасе? Нет, не о Хабермасе. А как звучал у нас первоначальный вопрос? Всенародный ли президент? Да, является ли Трамп президентом для всех американцев? Для всех С точки зрения Хабермаса? с точки зрения Хабермаса, он и есть согласие Нет, вы правильно американского. поняли задачу. Я бы стала действительно разбирать сам вопрос. Вот. Что, как понимается понятие, входящее в этот вопрос. Легитимен ли Трамп? Вот это понять, еще да, чуть-чуть. легитимность. Тогда это не Вот по это- Хабермасу. Это не вам определять, это выборы. Подождите еще раз. Павел, что значит это не по Хабермасу? Не Любой знаю, вопрос что- может разбираться по Хабермасу. Только в этом учебное задание нашей сестры. Мы могли бы спросить, что первичнее, курица или яйцо, и разбирать это по Хабермасу. Понимаете, о чем я? Тогда То есть точно- вопрос к тому, что вы к согласию должны прийти, а не обсудить внутри этого вопроса Давайте Хабермасу. по порядку. Легитимность. У вас осталось, господа, 10 минут. У нас сегодня следующая пара просто- есть. Галина, мы решаем вопрос с Трампом. Я понимаю, Хорошо, Маргарита. Это у меня в связи с Да. этим вопрос. А бывает ли стопроцентно легитимный президент? Я, кстати, об этом тоже 100%, наверное, подумала. нет. Не бывает. Он не будет Ну, никогда. Тогда, даже если наверное, один вопрос, человек будет легитимен против, ли уже. Трамп, надо формулировать, на сколько процентов легитимен? Можно. Легитимен ли Трамп в дело статистической погрешности? Нет, давайте вот так. Насколько легитимен? Вот вы уточняете сейчас Да. вопрос. Насколько, Всё-таки не если насколько, не а признают именно, другие ну то есть во всех, в любом обществе будут люди в пределах статистической погрешности, которые ниже. поддерживают Так, не вот поддерживает, не поддерживает существующую власть, да? Но их просто процент небольшой. Да? То есть, но вот Есть какой-то порог? является ли Трамп легитимным с учетом вот этой вот погрешности? Ну или тогда насколько Можно задать легитимно? вопрос. Каждый раз, каждый президент в каждой стране после выборов начинает резко терять популярность. Популярность. И ее вычисляют. Последний французский президент уходил с 13%. И То есть возникает вы сейчас- вопрос, что да, он нелегитимен? Возвращаясь к Хабермасу, вы сейчас должны были отрефлексировать, ну не должны были, а вот было бы, мое пожелание было бы такое, вы бы могли сказать, что вот сейчас я все-таки возвращаюсь к содержанию самой дискуссии, да, мы уходим с дискурса, с обсуждения, с прояснения понятий, Нет, и возвращаемся к содержанию стоит вопроса. принять. Я сейчас уточняю, мы обсуждаем легитимность. Так я хочу сказать, что является легитимностью. Легитимностью является ли большинство, поддержка большинства, или какое-то процентное Большинства. соотношение. Вот можно я скажу? Против французского президента не было такого вала. 13% поддержки Не важно. было. 13% поддержки это одно. А Но вы будете выступлений безразличны. социальных групп,
как против Трампа не было во Франции. У Франции столько денег нет, чтобы выступать. Но мы опять... Для выступать не надо. Хорошо, что дискутируется? Для меня важно все-таки прояснить вопрос. Мой вопрос был, на сколько процентов он. Нет, Ну, мы договорились, что большинство. Мы более большинство. реально. Следующий вопрос, что такое, какой порог То есть из легитимность большинства? Статистическое большинство. с учетом так нормального вот этого договорились. количества Я людей, не которые знаю. против будут против. Я говорю, я с вами не Активно договорились. выступать, либо будут просто не поддерживать. Я думаю, с Не поддерживаю. лингвистической Это точки градация зрения более внутри разумен вопрос, неприятия. насколько легитимно. Внутри уже. Да вы что? Мы здесь этим же вопросом задаемся. Мне кажется, Что вот такое, это- по вашему пониманию, Мне кажется, легитимность? У Хабермаса это основной вопрос. Если вопрос ставится о легитимности, так, то в обществе, в американском, как раз таки не выдерживается там из трех вот этих вопросов, необходимых понимания в обществе по Хабермасу. Вот, мне кажется, вот в этом поле лежит сейчас ответ. Третьего. Покажи, где, в каком поле. Где-то поля. Способности понимания. Вы забываете одну простую вещь, то, что достигнуто современной демократии. Само понятие президент – это и есть понятие солидарности. Побеждает человек, победивший в открытом при открытых демократических выборах имеет большинство и поэтому По является определению легитимно. по определению легитимен. А что если понятно? Но, секундочку, Легален в процессе своей деятельности он не обязан бороться за легитимность, потому что многие его действия могут не соответствовать интересам большинства. Что тут А вот борьба? теперь- У него а вот нет, теперь здесь не об возражу. этом речь. Возражу. Независимо от того, сколько проголосовало, да, президент не является этим, вот это консенсус, да, но поддерживают президента, да, его действия считают нормальными, да, то есть Ай-яй-яй, нормальными. Подождите, дайте сказать. Это запутал. Я уже понял вопрос. А мы сбиваем, Запутался. вы гипнотизируете. Президент в демократической стране не выступает, как правило, не дискредитирует разные группы, потому что он должен защищать Конституцию для всех. А вот здесь Это вопрос, аргумент, да. Это не по Хабермасу. мы Причем дискутируем здесь по чего Хабермасу. Как внутренние Президент условия. должен Внутренняя выражать конституция интересы страны. всех групп населения той страны, Защищать- которую президент Не равны ваши является. Ну, это И не равны нереально. ваши ожидания. И мне кажется, что да, именно в этом направлении Да. следующий шаг, интересы всей Правильно? страны не равны чаще всего не равны интересам одной из групп. И что? И что? Ну, это очевидно. Поэтому, если цель президента защищать интересы всей страны, он, безусловно, будет вступать в противоречие с интересами некоторых групп. И он вообще для них приходит к нелегитимен. внутренне логически расколотому Обору. понятию вот этому легитимности. Да. То есть оно не является непротиворечивым. Элемент агона. И это как раз, когда вот мы это говорим, это мы находимся все равно на уровне дискурса. Противоречить он может, но группы все должны быть равны перед Конституцией. Все должны быть равны. Теоретически да, но практически, мне кажется, это Почему недостижимо, недостижимо? потому что интересы групп могут противоречить друг другу и противоречить. Хорошо, нам нужны выводы, все, Ну, мы так это заканчиваем все дискуссию. единство Давайте Хабермаса. сделаем выводы с точки зрения вот этой хабермасовской модели коммуникации, что удалось прояснить и почему, что не удалось и почему. Удалось. Отрефлексируйте вот саму эту Короче, работал коммуникативную Луман систему. сейчас. Что? Работал Луман сейчас. Он работает по-любому. Можно не напрягаться. Мы вышли от уровня вопроса на уровень дискурса. И, наверное, при прояснении условий мы должны были вернуться к Да, переформулированию но, по вопроса. крайней мере, вы почувствовали, что это не так просто. Да. Что на уровне Да. дискурса можно завязнуть бесконечно долго, прояснять вот эти притязания на значимость. Вот, кстати, да, мы могли бы еще отдельно проакцентировать, что каждый бы мог за себя говорить, да. Да. Ну, в чем именно значимость вопроса. То есть, по большому счету, вопрос каждый раз должен проясняться, потому что он не очевиден. Не прояснялся. И, ну, в общем-то, да, прояснялся, он прояснялся, да. И заменяться другим вопросом. Ну, Зачем? да, здесь лингвистика работает в чистом виде, потому что нет однозначно интерпретируемых понятий нет. А Ну, в дискурс структурная не надо лингвистика. углубляться. В дискурс не надо углубляться. Почему надо? Надо. Ну, это
необходимое, как неизбежное, что ли, условие, когда мы натыкаемся на невозможность вот внутри коммуникации прийти к согласию, мы должны вернуться Мы на обращаемся дискурс в и дискуссии, прояснить. чтобы найти правильный язык. Да, чтобы прояснить заново, каждый раз мы проясняем при вот эти притязания на значимость, то есть что мы имеем в виду, Если чего вы мы хотим. Что для нас значит? Евроньюз Да. сейчас посмотрите, сейчас очень Да, много ну, социологии идет, Я не да? смотрю телевизор. Евроньюз. Евроньюз. И У вообще них буквально согласие, легитимные институты, это буквально сейчас Ну, завален эфир. Риторика, да? Риторика Конечно. хабермасовская настолько... Ну, И как давно это началось? Можно проблема. спросить, Эдуард? Как давно это началось? С проблемой в Евросоюзе с беженцев до Трампа. То есть это с года примерно? Брексит, Обострение. все это очень сильно вколыхнуло. С год примерно? Больше. года. Да. Хорошо, спасибо большое за Спасибо вам. коммуникацию.